Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Ашхабаде началось заседание Халк-Маслихаты под председательством Гурбангулы Бердымухамедова. Владимир Путин пригласил президента Туркменистана на предстоящий в октябре в России саммит глав СНГ. И другие новости. Сегодня в столичном дворце Маслихат-Кёшки под председательством национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова началось очередное заседание Халк-Маслихаты Туркменистана. На обсуждение общенационального форума, проводимого в преддверии празднования 33-й годовщины независимости страны, вынесены важнейшие вопросы государственной жизни. Эти вопросы призваны обеспечить счастье и благополучие народа, а также дальнейшее успешное продвижение страны по пути прогресса и процветания. В ходе телефонного разговора между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым российский лидер пригласил своего туркменского коллегу принять участие в саммите глав СНГ, который состоится в октябре этого года в России. Разговор начался с теплых поздравлений от Владимира Путина по случаю дня рождения президента Сердара Бердымухамедова. Российский лидер пожелал туркменскому коллеге крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности. В ходе встречи министра иностранных дел Туркменистана Рашида Миредова с министром земель, инфраструктуры и транспорта Республики Корея Сангво Парком были рассмотрены возможности сотрудничества в сфере градостроительства, сейсмологии и транспорта. Стороны отметили успех многолетнего взаимодействия между Туркменистаном и Республикой Корея, в частности, в автотранспортной отрасли. В преддверии празднования Дня независимости Туркменистана Государственный цирк страны анонсировал специальное представление, которое состоится 28 и 29 сентября в 18:00. Зрители ожидают насыщенная программа, включающая в себя разнообразные цирковые номера, выступления артистов и животных. Особое внимание будет уделено национальному колориту. В программе заявлены выступления группы конных игр «Возрождение» и ансамбля «Туркменские джигиты». В Балканском вилаяте торжественно сданы в эксплуатацию новые пункты технического осмотра и регистрации автомобилей. Новые объекты службы дорожной инспекции были открыты в Этрапах, Махтумкули и Этрек по случаю 33-летия независимости Туркменистана. Великобритания столкнулась с беспрецедентным сокращением популяции бабочек, что вызывает серьезную обеспокоенность у экологов и ученых. Благотворительная организация Butterfly Conversation провела масштабные исследования с участием добровольцев, результаты которого шокировали специалистов. Участники проекта в течение 3 недель наблюдали за бабочками в садах, парках и сельской местности. В среднем они фиксировали всего 7 бабочек за 15-минутный период наблюдения, что почти вдвое меньше прошлогоднего показателя. Более того, в 9000 случаях наблюдатели не заметили ни одной бабочки. Рекордный показатель за всю историю программы. Армянское село Хачик стало центром кулинарного рекорда на 8-м фестивале Гаты. Местные мастерицы создали гигантский традиционный пирог диаметром 4,4 метра, превзойдя предыдущие достижения. Для приготовления этого кулинарного чуда потребовалось 300 яиц, по 30 килограммов масла, мацуна и сметаны, 75 килограммов сахара и 150 килограммов муки. Фестиваль привлек множество гостей, предложив не только дегустацию блюд местной кухни, но и развлекательную программу с выступлениями певцов и канатоходцев. Посетители также могли поучаствовать в мастер-классах по выпечке лаваша и гончарному искусству. Туркменский полузащитник клуба Кичи Руслан Мингазов забил гол и сделал 4 результативные передачи в матче премьер-лиги Гонконга против Гонконг Рейнджерс. Встреча завершилась убедительной победой Кичи со счетом 8-0. Мингазов впервые в карьере сделал 4 результативные передачи в одной игре. В этом матче полузащитник сборной Туркменистана вышел в стартовом составе и отыграл 63 минуты. После 3 туров чемпионата Гонконга Кичи заработал 5 очков и расположился на 4-й строчке в турнирной таблице. В Анкаре посольством Туркменистана в Турецкой Республике Международной организации тюркской культуры был организован шахматный турнир в честь 33-летия независимости Туркменистана. Турнир прошел в здании музея шахмат фонда Гёкья и собрал представителей иностранных дипмиссий, их семей, любителей шахмат и представителей СМИ. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.